Біздің музейімізде бүгін шеберлік сабағы, оны жүргізетін музейіміздің қызметкері, безендіруші, суретші Елена Александровна Бейдель. Ну, в этот раз нам будет полегче, и вам полегче, потому что мы уже знакомы, вы уже что-то умеете. Вот. В прошлый раз мы делали на плоском стекле, помните же, да, картиночку в рамочке. В этот раз мы будем делать роспись на тарелочке. Я уже подготовила вам рисунок, потому что под стекло же тогда мы подкладывали рисунок, а сейчас сразу нанесла. Хочу сначала сказать, что можно делать роспись по стеклу, можно делать не только на тарелочках, на плоском стекле, а вот хочу показать вам, что еще может, на чем можно еще делать. Вот мы делали что-то такое, да? Давайте посмотрим, на каких предметах и как можно делать роспись по стеклу. Делать на стаканах, на кружках, на вазочках. Сейчас увидите. Это очень красиво получается. Вот тарелочка, но она прозрачная. Очень красиво тоже получается, особенно когда сзади падает свет. Ну, все вроде бы понятно, да? Не будем задерживаться. Потом я включу и будете смотреть. На сегодняшнем занятии мы будем делать подарок маме или бабушке. Вот я подготовила такие уже тарелочки. Так. И сейчас раздам по сложности. Вот инжу первый раз у нас. Будем помогать ей. Вот такой попроще, бабочку. Так, сейчас я посмотрю, кому что стать. Девочкам постарше, посложнее. Так, Салим, тебе. Так. Сейчас потом объясню. Кармазетишь, хотела чулпан дать. Я потом объясню, где листочки, где цветочки. Все будет понятно. Так, девочка. Они похожи, ну просто, может быть, расположение цветочков другое. Так, кому не дала. Гульфарус, я сейчас на твоей тарелочке объясню, как делать будем. Напомню вам. Значит, вот по этому контуру, как вы помните, вот контур, черному контуру, будем проводить контуром этим. Помните, да, как это? Да. Вот, значит, открываем. Сейчас покажу под наклоном каким. Когда делать будете, тогда можно, как вам удобно, начинаете, ну, с серединки, допустим. Что-то, что ближе к середине. Все слушают, да? Ближе к середине. Чтобы, допустим, если вы здесь начнете по краям, можете смазать потом, когда здесь будете делать. Потом, значит, контур держите, тюбик этот держите под углом вот таким, 30 где-то градусов. Видите? Не так.
не так совсем, а вот так, как-то так. Кстати, тут можно упереться вот рукой. И вот так проводите, нажимаете мягко, не давите, чтобы одинаковое, такой червячок пошел одинаковый. Вот. Я потом вот вам буду каждому подходить и помогу. Так, бери себе. Так, Салим, давай, ты будешь черным делать. Посмотрим разницу, какая будешь сжимаешь. У тебя получится немножко другое, красивое тоже. Так, значит, открываем. Так, и букетики. Так, давай, сама вижу. Глазки такие удивленные. Так, вот смотрите, вот салфеточки возьмите, вот, на всякий случай. Вот так сняли и начали работать. Вот смотри, вот так нажимаешь. И вот под углом вот так делаешь. Нажимаешь и ведешь. Ой. Вижу. Так, смотрите, полезно что-то. Молодец. Помочь тебе сама? Давай. Вот молодец такая. Так, у кого что? Пармезы, что у тебя? Нормально? Так, не забываем, что контур не это самое, должен быть сплошным, да, чтобы краска потом никуда не вытекла. Ну, мы проверим, когда будет сохнуть. Ну, где улыбки у вас? Все отлично, вы вообще молодцы в этот раз. Очень красиво и даже пофантазировали. Прям давайте друг другу похлопаем. Я осымен біздің шеберлік сабағымыз аяқталды. Қатысқан үшін, келген үшін көп-көп рахмет.